Великая Отечественная война была ознаменована невиданным доселе в мировой истории феноменом – массовым героизмом. На подвиг шли и подвиг совершали не только отдельные люди, но и целые соединения, социальные группы, весь советский народ. Среди героев той войны есть не только молодые, сильные мужчины, но и старики, дети, женщины. Никто из них не мечтал о подвиге, никто из них не собирался жертвовать собой. Но когда пришло время выбирать жизнь или родина, они выбрали родину. Сегодня, воздавая почести тем немногим, кого мы знаем по именам, мы славим всех – известных и неизвестных, героев и тружеников Великой и, хочется верить, последней войны. Советский Союз стал первой страной в мире, где женщинам-пилотам было позволено принимать участие в военных действиях и решать боевые задачи. Тому было несколько причин. Во-первых, уже до войны многие девушки занимались в аэроклубах Осавиахима. Среди них было много профессионалов. Во-вторых, в 1941-м советская авиация понесла тяжелые трагические потери. В неравной борьбе с захватчиками погибли тысячи мужчин-авиаторов. Восполнение таких потерь требовало и времени, и больших человеческих ресурсов, а их не было. Потери, понесенные в 1941 году, вынудили правительство объявить о мобилизации женщин без детей, не занятых на других работах, в помощь фронту. Тысячи мобилизованных женщин были военными авиаторами, летчиками, штурманами, бортстрелками, радистами, механиками, прибористами, мотористами, вооруженцами. Считалось, что само присутствие женщин на войне поднимало морально-боевой дух мужчин, побуждало их на подвиг. Поскольку многие погибли в первые дни войны, аэродромы подверглись бомбардировке, и пилоты, в общем-то, понесли, наверное, самые большие потери вот первый месяц войны. Летного состава не хватало. Женщин можно было обучать, но на современные скоростные самолеты их сажать было, в общем-то, достаточно сложно, потому что необходимо было создать полки, во-первых, из той авиации, которая была, а, скажем, бомбардировочная авиация ночная – это самолеты У-2 по 2, то есть такая легкая авиация. И обучение на этих самолетах, на этих типах самолетов могло идти по ускоренной программе, и было достаточно, вполне быстро можно было подготовить. Эти женщины были, во-первых, добровольцы, и они шли на войну, и тем более обучались на пилотов, и они знали вообще, что из себя представляет эта авиация. Все три советских женских авиаполка были сформированы согласно приказу Народного комиссариата обороны за номером 0099 от 8 октября 1941 года и имели сплошную нумерацию. 586-й женский авиаполк был истребительным, 587-й – бомбардировочным, а 588-й – ночным легкобомбардировочным. Последний находился под командованием подполковника Евдокии Бершанской. Именно туда стремилась Магуба Сыртланова, уроженка Башкортостана, одна из первых женщин-летчиц из нашей республики. Она добилась личного приема у командующего 4-й армии генерал-полковника Вершинина. Он согласился принять ее в полк только после долгих уговоров. Служба ночных бомбардировщиц была и крайне ответственной, и, как сказали бы сейчас, экстремально опасной. К моменту прибытия в часть Магубы Сыртлановой полк дислоцировался в станице Осиновская на Северном Кавказе. Сыртланова стала готовиться к боевым вылетам. Полк летал на ПО-2, приспособленных к военным условиям самолетах У-2. Самолеты были подвержены зенитному огню артиллерии и могли быть уничтожены в первую очередь, потому что они не летали высоко. Во-вторых, они были тихоходные, имели слабое вооружение для того, чтобы противостоять истребителям противника. Собственно говоря, каждый полет на таких самолетах это был подвиг, героический подвиг, потому что лететь на самолете, который держит высоту 200-300 метров над землей, имеет маленькую скорость, может быть уничтожен пулеметным огнем земли и нести на себе бомбовую нагрузку, которую надо было сбросить точно в цель, и причем это бомбометание было всегда отличным, это было, в общем-то, достаточно сложным, но и с другой стороны это было крайне опасным делом, потому что каждый полет, по сути, подразумевал, что из этого полета пилот мог не вернуться. Боевые вылеты совершались постоянно и по несколько раз в ночь, пока летчицы и штурман минут 5-6 сидели в кабинах после прилета на базу или выходили, чтобы размяться, аэродромная команда подвешивала бомбы, и экипаж снова отправлялся на задание. Такая работа требовала не только исключительной физической выносливости, но и огромной выдержки, психологической стойкости.
Как отмечали подруги, Магуба Сыртланова не производила впечатления героической женщины. Среднего роста, с красивым изгибом бровей, добрыми серыми глазами, полная душевной теплоты и обаяния, она была старше многих. И, может быть, это обстоятельство заставляло 18-20-летних относиться к ней как к старшей сестре. Магуба была проста и доступна, внимательно слушала молодых, но более опытных летчиц и училась у них. Ей потребовалось несколько месяцев зимы и весны, чтобы встать в строй вровень с асами полка. Но в воздухе она проявляла столько воли и мужества, сколько по силам не каждому мужчине. По инициативе женщин-пилотов было предложено создать такую бомбардировочную авиацию. Начали формировать 3 полка, которые сыграли свою, наверное, ключевую роль в 1942 год. Это боевые действия на Тамане, потом 1943 год, поддержка наших десантов в Крым, участие в боевых действиях наших войск, бомбардировка ночью объектов противника. И вот здесь эти полки сыграли свою, в общем-то, наверное, ключевую роль. Магуба Сыртланова стала одной из немногих советских женщин, принявших участие в параде Победы на Красной площади. Она не искала ни славы, ни почета, а всего лишь честно отдавала свой долг Родине. Родина оценила это уже после войны. 15 мая 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Магубе Гусейновне Сыртлановой присвоено звание Героя Советского Союза. Уроженка Уфы Наталья Ковшова с первых же дней войны стала активным бойцом команды ПВО при Тресте, где она работала инспектором отдела кадров. В свободное от работы время часто дежурила на крыше дома и видела все, что происходило в небе Москвы, на улицах родного города. Понимаешь, когда я вижу в небе эту проклятую фашистскую машину с крестом, сжимаю кулаки от ярости. Сил больше нет торчать в тылу. Наталья несколько раз подавала в райком комсомола заявление с просьбой немедленно отправить ее на фронт, но и всякий раз отказывали. Слишком была юной и неподготовленной в военном отношении. И лишь в конце июля 41-го, после настойчивых просьб, ей удалось поступить в школу снайперов Осавиахима, где за сравнительно короткое время овладела сложным искусством меткой стрельбы. В одном из своих писем матери она в те дни писала: «Научилась стрелять из ручного и станкового пулеметов, бросала боевые гранаты. Словом, стала полноценным красноармейцем». В августе Наталья успешно закончила школу снайперов и в числе лучших получила звание командира отделения и снайпера-инструктора. В октябре, когда немецкие войска упорно рвались к Москве, в столице началось формирование коммунистических батальонов. В один из таких батальонов и поступила добровольцем Ковшова. 15 октября ее мать Нина Дмитриевна Ороловец-Ковшова проводила дочь на сборный пункт 3-й Московской коммунистической добровольческой дивизии, ставшей впоследствии 130-й стрелковой, а с декабря 42-го 53-й гвардейской стрелковой дивизией. Итогом 1941 года было 2 основных, в общем-то, факта, который учитывал и противник, и наши союзники. Собственно говоря, антигитлеровская коалиция началась формироваться сразу же, когда было понятно, что Советский Союз выстоял. Во-первых, 1941 год закончился тем, что Советский Союз выстоял. Красная армия ведет боевые действия. Это раз. Она существует. Второе, план Блицкрига был, в общем-то, собственно говоря, сорван, и он исчез как план. Третье, была выиграна битва за Москву. Тяжелая битва за Москву, но она была выиграна. Враг был отброшен от столицы. В феврале 1942 года батальон прибыл на фронт, и уже через несколько дней начались ожесточенные бои, в которых особенно отличились Наталья и ее подруга Поливанова. 21 и 22 февраля в бою за Новую Руссу они впервые вышли на охоту и открыли свой боевой счет, уничтожив 11 фашистов, главным образом кукушек, засевших на деревьях и мешавших наступлению наших войск. Для них началась напряженная фронтовая жизнь. Бои следовали за боями, успех им сопутствовал. О своих первых успехах на фронте Ковшова поспешила сообщить родным. Вот и я на фронте. Настроение отличное, всего 3 дня мы в бою, а уже так много успехов. Каждый бой оканчивается нашей победой. Да какой! Фашисты отступают, бросая все на свете. Мы заняли уже 6 населенных пунктов и в каждом захватили немалые трофеи. Противотанковые пушки, пулеметы, автоматы, целые склады боеприпасов и провианта, лошадей, повозки, машины, велосипеды и прочее. Иногда участвовали снайперы в такой контрборьбе, снайпер против снайпера. Когда было понятно, что на немецкой стороне находится хороший снайпер,
значит, стрелок и уничтожает наших командиров и бойцов, то приглашался наш снайпер, который, в общем-то, вел такую борьбу снайпер против снайпера. Это уже, знаете, из разряда, наверное, такой не то, что военного искусства, это уже военной психологии, потому что подготовка снайперов на той стороне была тоже очень великолепная. Это были подготовленные, хорошие стрелки. И здесь была уже во многом, наверное, действовала психология. Это было очень сложно, но необходимо было просчитать все ходы противника, снайперу, где он замаскируется, то есть принять во внимание его позицию, как он будет действовать и, по сути, даже предугадать, как он будет отвлекать внимание, откуда он будет стрелять и в каком направлении вообще он находится, стреляет и так далее. Это при учете в том, что шла маскировка очень серьезная, и при том, что линия фронта все время простреливалась, там стояли пулеметчики, значит, и другие наблюдатели, которые вели иногда такую беспокоящую стрельбу и так далее. Это было очень сложно, и такая борьба, конечно, это была борьба психологическая, очень серьезная. Но и в этой борьбе наши женщины-снайперы одерживали победы. В том же бою Ковшова, рискуя жизнью над ураганным огнем противника, вытащила с поля боя тяжелораненого командира батальона старшего лейтенанта Иванова. В другой раз нужно было во время боя установить связь с одним из наших подразделений, находившимся за оврагом. Посланные туда связные не вернулись. Тогда выполнить это задание вызвалась Наталья. Она поняла ошибки предшествующих связных, которые погибали во овраге, и приняла решение пересечь опасную зону в другом месте. Ей удалось благополучно добраться до подразделения и установить с ним связь. За время нахождения на фронте подруги хорошо усвоили основные задачи снайпера. От боя к бою росло их мастерство. Все более меткими становились выстрелы. Укреплялись характер, выносливость, выдержка, хладнокровие, физическая закалка. Многие из этих качеств Наталья выработала в себе еще в детстве. Она воспитывалась в семье бабушки Валентины Ивановны Орловец. Из рассказов знала, что вся семья Орловец в 1917 году активно защищала советскую власть от белогвардейцев. В 1918 половина родственников Орловец была зверски убита. В том числе Наташин дедушка, большевик Дмитрий Маркович Орловец, по профессии народный учитель, и 3 ее дяди – красногвардейцы-большевики. Наташина бабушка, мать и 2 ее тети были арестованы белыми и приговорены к каторге. Свободу им вернула Красная армия. Не случайно Наташа больше, чем сказки, любила бабушкины и мамины рассказы о незабываемых днях гражданской войны. Она мечтала продолжить революционные традиции семьи. Нередко говорила: Как вырасту, тоже буду солдатом революции. В начале марта 1942 года во время боев за деревню Великушу Ковшова истребила 12 фашистов, вывела из строя пулеметный расчет противника, что дало возможность нашему подразделению продвинуться вперед. В те же дни под ураганным минометным и ружейно-пулеметным огнем врага она вынесла с поля боя тяжелораненого командира полка майора Давнара. Тогда же впервые была ранена сама, а через 2 дня – Маша. После недолгого пребывания в госпиталях девушки встретились. Их дружба крепла и закалялась. 20 мая Ковшову снова ранила, на этот раз осколками снаряда в обе руки и обе ноги. Но она не ушла с поля боя, пока не была выполнена задача по освобождению деревни, и лишь после этого отправилась в санчасть. Но как только раны начали заживать, она раньше времени выписалась из санчасти и вернулась в свой батальон, чтобы снова бить врагов. К лету 1942 года общий боевой счет уничтоженных врагов у Ковшовой и Поливановой перевалил за 300. За этот подвиг они были награждены орденом Красной Звезды. Учет велся по тому, какой урон нанес снайпер. Убитые солдаты, офицеры противника. Причем то, что человек, значит, противник убит, надо было подтвердить. Там были наблюдатели, которые следили за этим. А не мог снайпер, например, прийти и сказать: я сегодня там уничтожил 2 бойцов противника. Надо было иметь определенные доказательства. Ну, вообще снайперов старались, во-первых, их обеспечить охрану, чтобы они не попали там под минометный или пулеметный обстрел, и такое могло быть. Подготовку снайпера на позициях, в общем-то, готовили отделение, или даже батальон мог подготовить, потому что это было очень серьезное, в общем-то, действия. И, разумеется, снайпер не участвовал в ходе наступления. Да? Когда вот шла позиционная война, окопная война, когда необходимо было, значит, нанести противнику урон и ожидалось там наступление, когда было понятно, что в окопах, наблюдательных пунктах противника будут появляться офицеры, значит, или связисты, или какие-то другие, значит, будет такая активность и будет понятно, что есть наступление, там уже выдвигался туда снайпер на этот особо опасный участок, и там, в общем-то, решалась
эта проблема. Перед частью, в которой служили Ковшова и Поливанова, была поставлена задача прорвать оборону противника. 14 августа пошли в наступление. На один из ответственных участков была выдвинута группа снайперов, в том числе и лучшая боевая пара – Наташа Ковшова и Маша Поливанова. Шел уже второй день боя. Немцы предпринимали одну яростную атаку за другой. По небольшому участку передовой линии нашей обороны они выпустили свыше 1300 снарядов и мин. От их разрывов дрожала земля. На ней, казалось, было уничтожено все живое. Однако советские воины держались стойко. Снайперская группа и автоматчики продолжили мужественно отражать вражеские атаки. Лишь за несколько часов уничтожили свыше 40 фашистских солдат. Но противник, несмотря на большие потери, продолжал настойчиво атаковать. Немцы залегли в лощине, полукругом огибавшие опушки леса. Вскоре им удалось окружить, а затем отрезать нашу снайперскую группу от основных сил батальона. В это время был убит командир группы. И вот тогда командование ею взяла на себя Наталья Ковшова. Когда же враги снова поднялись в атаку и приблизились на несколько десятков метров, она приказала открыть по ним огонь из всех видов оружия. И уже через несколько минут подступы к группе снайперов были усеяны десятками трупов фашистов. Атака противника захлебнулась, и он отступил. Наступила передышка. Но она длилась недолго. Вскоре немцы снова открыли губительный минометный и автоматный огонь по месту расположения снайперов, а затем перешли в атаку. Когда же немецкие солдаты подползли совсем близко и наклонились над ними, те неожиданно приподнялись. Раздались одновременно два взрыва, которыми было уничтожено около десятка фашистов. Так, взорвав гранатами себя вместе с врагами, погибли в рассвете сил Наталья Ковшова и Мария Поливанова. До последней минуты жизни они были верны военной присяге, родине, своему долгу защищать ее до последней капли крови. В феврале 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР Наталья Ковшова и Мария Поливанова первыми среди девушек-снайперов были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Клавдия Ильинична Разуваева родилась в 1906 году в селе Архангельском Уфимской губернии. Казалось, ее ждала судьба обычной крестьянской девочки. Но великие исторические катаклизмы начала 20 века не только изменили ход отечественной и мировой истории, но и прямо отразились на судьбе Клавдии. Когда она подросла, оказалось, что в деревне только восстанавливающейся после ужасов революции, гражданской войны и голода 20-х годов работы для нее нет. Как и многие молодые крестьяне той поры, Клавдия уехала в город. Начинающаяся индустриализация требовала много рабочих рук, даже неквалифицированных. В целях уравнивания женщин в правах с мужчинами советская власть активно привлекала к работе на промышленных предприятиях представительниц прекрасного пола. Молодая Клавдия Разуваева пополнила ряды пролетариата. Она стала швеей-мотористкой на фабрике имени 8 марта. Там она вступила в комсомол, стала общественной активисткой. Особенно ее привлекали вопросы социалистического права и законности. Мы вряд ли когда-либо узнаем точно, почему дочь крестьян, профессиональная швея из Башкирии, решила посвятить себя юриспруденции. Советская правовая система в ту пору находилась на этапе становления. В годы учебы Клавдии Разуваевой велась работа по составлению Советской Конституции 1936 года. Она декларировала неслыханные прежде свободы и права. Во время учебы Клавдия Разуваева познакомилась с земляком Павлом Абрамовым из Белорецка. Они полюбили друг друга и поженились. Молодых специалистов по распределению отправили в Ставропольский край. Клавдия Ильинична Абрамова стала сотрудником краевой прокуратуры. Война застала Клавдию Абрамову в должности помощника краевого прокурора. Супруг ушел на фронт. В Ставрополе, оказавшемся в тылу немецкой армии, начался настоящий террор. Фактически все жители Ставрополя, которым удалось эвакуироваться, жили под постоянной угрозой смерти. Своей главной задачей немцы поставили борьбу с коммунистами. Кого-то удалось переманить на свою сторону, несговорчиво ждали пытки в застенках гестапо и расстрелы. Клавдия Абрамова с самого начала находилась в группе риска как член партии и прокурор, однако не только не пожелала оставить город, но и наладила подпольную деятельность. В условиях, когда руководители и функционеры-мужчины бежали со своих постов, Клавдия Абрамова рискнула всем, что у нее было, даже самым дорогим – детьми. В 1941 году, в период уже подготовки к обороне Москвы, была сформирована отдельная 70-я
значит, армия войск НКВД. Почему называлось войск? Потому что вот эти вот пограничные внутренние войска, конвойные войска и другие, они тогда в тот период получили именно такую аббревиатуру, что это войска НКВД. То есть армия и подразделения армейские, а это войска НКВД, которые выполняли вот функции борьбы с диверсантами, шпионами, предотвращения террористических актов и борьбы с дезертирами, с беспризорниками, с детьми, вот, которые остались без попечения родителей. Но это вот, вы знаете, что это еще при Дзержинском была такая функция у органов ВЧК, и в дальнейшем она также продолжалась. В сентябре 1942 года по доносу местной жительницы Клавдию Ильиничну арестовали. Женщину поместили в камеры отдельно от дочерей. Началась психологическая обработка. Фашисты использовали проверенную тактику кнута и пряника. Им хотелось, чтобы коммунистка, прокурор и подпольщица добровольно перешла на их сторону. Этот факт стал бы неплохим элементом пропагандистской войны против Советского Союза. Но женщина не сдавалась. Не действовали ни уговоры, ни угрозы. Следователь-гестаповец заявил на допросе: «Мы дадим вам жизнь и возможность трудиться во имя Великой Германии». Я коммунистка, ею была и ею погибну, если настанет последний час. Ответила она и отказалась сотрудничать с фашистами. Источники говорят, что от уговоров фашисты перешли к изощренным пыткам, но и физическое насилие не подействовало. Клавдия Абрамова знала, на что шла, и была готова к самому худшему. Психологическое насилие тоже было в арсенале фашистов. Накануне перед расстрелом Клавдии Абрамовой привели ее дочерей. Девочки не понимали, что их ждало. Они испуганно наблюдали, как мать то и дело куда-то уводят, на последние допросы. Цена сделки – жизни двух ни в чем не повинных девочек. Душераздирающую сцену описал советский педагог Василий Сухомлинский. Я не на всякую жизнь соглашусь, не стану предательницей. Гордо ответила она врагам, поцеловала детей и повела их на расстрел. Клавдия Ильинична Абрамова была казнена вместе с дочерьми 3 октября 1942 года на тюремном дворе в городе Ставрополье. Когда он был освобожден от фашистов, было проведено расследование. Виновные в предательстве были наказаны, а сама Клавдия Абрамова была награждена орденом Отечественной войны первой степени. 7 мая 1967 года возле швейного объединения имени 8 марта в Уфе ей и ее дочерям был установлен памятник. Немногим позже ее имя было присвоено одной из уфимских улиц. Сегодня памятник Клавдии Абрамовой находится именно там. Надпись посвящения лаконичная: бесстрашной партизанке Клавдии Ильиничне Абрамовой-Разуваевой, погибшей вместе со своими детьми в Великую Отечественную войну. Более 3700 девушек, еще не знавших опасности, отбывали в самое пекло войны. На призыв партии комсомола отозвались добровольцы из разных уголков республики – Уфимского, Стерлибашевского, Буздякского, Дюртюлинского и других городов и районов Башкирии. Наши героини служили наравне с мужчинами. Были медсестрами, прожектористками, зенитчицами, связистками. Каждой третьей девушке не довелось вернуться домой. Это и о них, комсомолках из Башкирии, писал в воспоминаниях маршал Советского Союза Рокоссовский. Когда я думаю, что совершил народ в те суровые годы, меня особенно восхищает стойкость советских женщин. На их долю выпали жестокие испытания в таком неженском деле, как война. 9 мая 1942 года комсомолки из разных районов Башкирии собрались в Уфе. Многие приехали с сопровождающими, мамами, родственниками. Размещались они в сборных пунктах, а штаб действовал в школе. Ныне это гимназия номер 3, что расположена на Советской площади. Там работали представители воинских частей Сталинграда. Комсоргом штаба была назначена Вера Дудина. 5 мая 1942 года нас из Белорецка поехали 48 человек. Приехали в Уфу. В Уфе нас собрали в 3-й школе. Сбор был. И из школы мы отправились, сформировали и отправились в Сталинград. Мне в мае, нет, в феврале мне исполнилось 19, значит, 19 лет. А в мае уже поехали на фронт. Поехал на фронт сразу из Уфы в Сталинград. До отправки на вокзал всех комсомолок пригласили в оперный театр. Там проходил митинг. С напутственными словами перед новобранцами выступила секретарь обкома ВЛКСМ Галина Дмитриевна Иванчина. Потом взяли слово девушки. Они давали клятву на верность Родине. Говорили о том, что оправдают доверие партии и будут бесстрашно громить врага. Едва закончился митинг, была дана команда на построение. Загремел духовой оркестр, и колонна двинулась по Уфимским улицам к железнодорожному вокзалу. Чеканя шаг, девушки выводили песню. Как зиму на запад,
До Сталинграда ехали 2 недели. Железная дорога была забита военными составами. На крупных станциях загружались продуктами. Иногда остановки были в степи или в лесу. Был 42-й год. Был призыв, клич брошен девушкам, желающим пойти на защиту Родины. И вот был организован первый комсомольский эшелон. Вот с этим первым комсомольским эшелоном со своими подругами я и ушла на фронт. До сих пор о них известно, к великому сожалению, немногое. Они не совершили выдающихся подвигов, они остались рядовыми участниками войны, патриотами, положившими жизни на алтарь победы. Часть их награждена боевыми орденами и медалями, многие не успели получить наград. Подвиг советских людей во время Великой Отечественной войны не сводился к отдельным поступкам, пусть и выдающимся, а был тяжелым, каждодневным, упорным трудом. Об этих людях, вернее всего, сказал поэт Роберт Рождественский. И не было гордости выше, и не было доблести выше, ведь кроме желания выжить, есть еще мужество жить.